здравствуйте! Мы опять у меня на даче. Сегодня мы поговорим о помидорах, потому что очень много задают вопросов, как посынковать. Многие не знают, не видят просто, как даже выглядят эти пасынки. Вот покажу вам, как их оборвать, значит, где они находятся, в каких местах. Также покажу, чем подкормить для хорошего урожая. И так поверхностно все расскажу, что будет у нас попадаться под руку. Ну, начнем с того, что с пасынок. Вот, многие начинают, вот пасынки, это вот, мол, типа, чуть ли не сверху, надо вот это вот убирается и все. Это ничего подобного. Это у нас идет основной ствол. Вот, как бы мы его прищипываем, но мы его прищипываем август месяц, вот буквально вот в ближайшее время. Вот. Идет ветка, раздваивается, и вот он у нас пошел пасынок. Мы вот это вот все убираем. Как бы, в принципе, это ничего тут сложного нету. Вот пасынки идут тоже, вот они уже как бы они будут лишние. Они просто будут забирать питание. Сейчас август месяц у нас, и можно будет потихонечку уже прищипывать сам ствол. Потому что нам надо, чтобы и тот урожай, который уже завязался, хорошо пошел. И в то же время, как которые цветы только зацвели, но на них еще нету завязи. Их тоже надо прищипывать. То есть их оставляем, а прищипываем. Вот, пошел, здесь только-только бутоны зарождаются. Вот эти вот мы убираем. Не жалейте ничего, потому что от них толку не будет. Будут помидорки маленькие, они не успеют вызреть. Вот. Многие спрашивают, наше лето такое ужасное, можно сказать, в этом году. Все время сырость, и как сделать так, чтобы пошел хороший урожай. Я, в принципе, ничего такого не делаю, но единственное, я сейчас уже где-то месяца полтора помидоры вообще не поливаю. Вот, потому что влаги слишком много, и вот видите, они уже очень большие стали. Очень большие, и сами плоды очень плохо завязываются. Для того, чтобы хорошо у нас плоды завязались, сейчас тоже всяких разных препаратов очень много. Мне очень понравились два препарата, такие как Томатон и Зависть. Томатон чем хорошо? Он идет как и зависть, он идет как ускоритель созревания плодов, быстрее они наливаются как бы и начинают краснеть. Зависть это просто чисто зависть. Вот, больше она другого влияния как бы не делает на помидоры. Опрыскивать ими. Что еще хорошо? Томатон, вы его когда развели, вот эта вот капсулка, вот эта вот одна, она разводится на 2 литра воды. Развели, и если у вас раствор остался, вы его можете использовать и через неделю, и через 10 дней, и через месяц, как бы без разницы. А с завязью, что похуже, это ее надо использовать сразу. Вот. Также у нас очень часто страдают помидоры фитофторозом. От фитофтороза, не знаю, по мне так, по-моему, лучше еще пока ничего не придумали, как только вот фитоспорин. Есть фитоспорин, он есть разный. Есть универсальный, есть для огурцов, есть для томатов. Ну, для томатов я не нашел, вот у меня это вот для огурцов идет, да, как бы. Вот, но у них, в принципе, свойства одинаковые. Это идет также опрыскивание хорошее. По всему плоду, вокруг земли, прям вокруг кустика все опрыскивается. И ждем плоды, чтобы были хорошие и не гнили. Вот. Очень много вопросов еще идет, что кусты растут, завязи нет. Вот. Даже бутонов у некоторых не бывает. Как бы. Ну, они бывают, но их очень мало. Для того, чтобы было побольше плодов, завязи цветочных, есть вот такая вот штучка, называется Фертикалюкс. Розовенькая такая, там порошочек такой розовый, гранулки мелкие. Мы что делаем? Тут вообще как бы его надо разводить водой, но водой разводить это, не знаю, по мне это не очень удобно. Я просто беру, как бы, когда вскрываю, я беру вот 2 пальчика. И вокруг куста это все вот прям понемножечку, как солью. Зайчик пробежал. Посыпали
И потом поливаете, и довольно-таки хорошо это сказывается на образовании самих соцветий. Вот. Потом, когда соцветия образуются, мы опрыскиваем или завязью, или томатоном. Весной, когда мы высаживаем помидоры, я высаживаю в лунку по 2 кустика. Это, во-первых, в целях экономии времени, места. И довольно-таки они хорошо растут, не мешают друг другу, но, естественно, 2 сорта, один и тот же сорт, 2 кустика в одну лунку. Также у меня очень много кто спрашивает, почему и зачем я сажу бархатцы вместе с помидорами. Их же, говорит, все равно не видно. Я бархатцы сюда сажу не для красоты, не для того, чтобы там красиво было или еще что-то. Я их сажу для того, чтобы они выступают опылителем для томатов. И очень хорошим опылителем. И где они сидят, я в том месте вообще никакими брызгалками не пользуюсь. Также я при посадке весной, когда высаживаем уже рассаду в землю, делаем лунку, и я в лунку кладу хорошую горсть банановой чешуи, кожуры. Я ее всю зиму собираю, нарезаю в пакетики и замораживаю. Это не сильно много на балконе места не занимает, а весной это все в кастрюльку и в каждую лунку добавляю. Это очень хороший источник фосфора, это источник калия. Очень хорошо. Фосфор очень хорошо добавлять, если, допустим, ну, так как в бананах его не сильно много, но хочется. Я вот это все перемешиваю с рубленной рыбой. Потроха, кости, жабры, головы на мясорубке перекручиваю кашицу, это все перемешиваю с банановой чешуей и в каждую лунку это все добавляю. Также у нас помидоры, как бы это тот же самый сорняк. Вот. И весной вот бывает такое, что рассада у некоторых вытягивается, длинная становится, она потом болеть начинает. Просто-напросто, вот если она у вас вытянулась, прищипните наполовину. И вот эту часть, которую вы отрезали, вы ее воткните в землю. Можно накрыть сверху полиэтиленовым пакетом, она довольно-таки хорошо принимается и растет очень хорошо. И на ней будет больше помидор, чем на основном стволе. Меня часто спрашивают, какие сорта для теплицы хорошо. Для теплицы сейчас, в принципе, все сорта, которые вот у нас идут, очень многие сорта, они подходят как и для теплицы, так и для открытого грунта. Очень хорошо в наших условиях растет такие сорта, вот, например, вот чудо лентяя. Само название такое, его не подвязывать, не посынковать не надо, поливайте умеренно и смотрите за ним как бы. Вот, томатоля, тоже довольно-таки хорошо он себя показал, хорошие плоды, вкусные, сладкие. Вот. Но есть такие, у которых нет дачи или нет возможности там посадить на даче что-то такое. Есть и такой сорт балконное чудо. В горшочках очень хорошо растет, плодоносит очень хорошо, довольно-таки вкусные сами помидорки. Вот. Также очень хороший сорт тигровый. Это в прошлом году посадил, был в восторге от него, очень вкусный. Есть еще сорт такой японский красный трюфель. Очень хорошо после заморозки себя чувствует. Заморозили, достали, порезали, он не становится квашней, такой целенький, все и довольно-таки хороший. Салатные помидоры хорошо у нас растут, такие как орлиный клюв. Тоже довольно-таки хороший, не мелкий, довольно-таки крупный. И в салате себя очень вкусный он, в общем. Вот. Такие сорта, как Благовест и Верлиока, это чисто тепличные сорта. Вот. Хорошо растут, посынковать только надо почаще. Вот. Еще что я хотел сказать про помидоры, про сами листья. Те, которые растут в теплице. Если мы, которые растут на улице, мы практически ничего не делаем, там, если только единственное у вас посынкование идет помидор, то в теплице мы обрываем очень много листьев. И обрывать лучше не полностью лист под самый этот, а берете и вот оставляете 2-3 штучки и вот кончики эти убираете. Это тоже замедляет рост самого куста,
листья меньше берут питания и начинает быстрее наливаться сам томат.